Все, да? Можно начать, да? Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня мы с вами проводим вебинар, который касается проведения викторины по основам православной культуры «Наше культурное наследие». Сама викторина по основам православной культуры составлена у нас в Центре основного образования с учетом возрастных особенностей школьников. Для заданий характерно разнообразие как по содержанию, так и по характеру вопросов. Оно охватывает различные разделы курса АПК, который как модуль проводится в 4 классе, а также и во внеурочной работе. Предполагается различные по характеру ответы: прямой, краткий, развернутый, решение тестов, нахождение соответствий, вставка в текст и слов и выражений и другие. Данная викторина предполагает достаточно высокий уровень знаний и эрудиции по самой, наверное, важной на сегодня области человеческого знания, нашей культуре. Именно православие лежит в основе всей нашей культурной славянской цивилизации и является основой нашего мировоззрения, даже если мы люди неверующие, основой нашего менталитета, основой всего нашего искусства. Она определяет систему образования и так далее. Все задания по классам сформированы таким образом, что они между собой взаимосвязаны, идентичны, так сказать, и выстроены по принципу усложнения от более младших классов к более старшим. Они сформированы с учетом выявления знаний из различных областей православной культуры. Я уже об этом говорила. Это история церкви и государства, священная история, это православная этика и нравственность, это традиции нашего народа, праздники, это произведения искусства, поэзия, живопись, архитектура, скульптура и другие. Также она касается фольклора, потому что фольклор тоже отражает православное мировоззрение народа, житий святых и так далее. Важно также, чтобы для более качественной и быстрой проверки тех работ, которые к нам поступят, которые вы напишете и к нам поступят, необходимо, чтобы вы сохранили нумерацию заданий в каждом классе. И если кто-то из детей не ответил на какие-либо вопросы, номер этого вопроса он должен присутствовать. То есть нумерация в ответах, она нарушаться не должна. Итак, что на сегодня у нас есть? На сегодня у нас имеется приказ, это внутреннего нашего пользования. Для вас, участников, для педагогов и детей есть положение о республиканской викторине. Вот это положение, также и другие следующие все материалы можно найти на сайте КРИРО в разделе «Деятельность», «Мероприятия», «Конкурсы», «Конкурсы для обучающихся», и там викторина. Вот можно мы это посмотреть. Посмотрите, уважаемые коллеги, деятельность, мероприятия, конкурсы, конкурсы для обучающихся. И здесь вот в верхней строчке мы найдем наши мероприятия. Викторина для обучающихся по основам православной культуры «Наше культурное наследие».
Так, нашли мы викторину. И вот здесь мы находим все документы, которые нам необходимы. Это информационное письмо по проведению викторины, где указаны сроки положения по нашей викторине. Также здесь в программе PDF заявка и согласие на обработку персональных данных. Но эти же самые заявки имеются в программе Word. Вот она заявка. Также два документа о согласии. Почему? Потому что до 14 лет, у детей до 14 лет, это согласие на обработку персональных данных должны подписывать родители. Вы простите, пожалуйста, мы сразу это не учли, и потом уже в процессе работы мы дополнили вот эти наши документы. Согласие, документ, тот, который родители должны подписать. Посмотрите, вот он, согласие для родителей. Это у тех, у кого дети до 14 лет. И согласие для учащихся, тем, которые с 14 до 18. И в принципе могут и у детей с 14 до 18 тоже подписывать родители. Но по закону нашему российскому дети с 14 лет уже имеют такое право подписывать документ сами. Также здесь выложена та презентация, которую мы сегодня посмотрим. И особенно для тех, кто желал бы какие-то материалы, вот, не успел записать или по другой причине не успел посмотреть наш сегодняшний вебинар, вот эту презентацию вы можете скачать. Возвращаемся к нашей презентации. Все эти ссылки, где можно найти, здесь вы найдете вопросы, на которые необходимо ответить. Вот они тоже есть, ссылочка здесь указана. Так, цели прописаны в положении, но мне бы очень хотелось обратить ваше внимание на то, какой педагогический эффект может наша викторина произвести. Наша викторина направлена на просвещение в первую очередь, потому что и педагоги, и школьники имеют недостаточные знания и компетенции именно по православию и по православной культуре. И те учителя, которые ведут предмет АПК в курсе РКС, они все об этом нам говорят. Поэтому данная викторина, она расширяет знания и компетенции в области православной культуры не только школьников, но и педагогов. Когда викторина закончится, все ответы, подробные ответы на эту викторину также будут выложены на этом сайте, в том же месте, где все документы по данной викторине. Поэтому вы можете использовать эту викторину, я имею в виду уже педагогов, вы можете ее использовать в проведении таких же викторин на различных уровнях, на классном, на муниципальном. Вы можете использовать материалы этой викторины на уроках на уроках РКС, на уроках основ духовно-нравственной культуры народов России. Можете использовать на классных часах и в других формах неурочной работы, просвещения. Викторина проводится Институтом развития образования совместно с епархиями Сыктывкарской и Воркутинской. В жюри привлечены представители обеих епархий в качестве экспертов. Викторина проводится в заочной форме. И на первый взгляд кажущиеся очень трудными и сложными вопросы, этот вопрос поднимался у нас на заседании РМО для учителей РКС, и там как раз выступала Бриттенфельд Вера Владимировна, она об этом говорила, что достаточно сложные вопросы, но это на первый взгляд. Почему? Потому что викторина заочная, она предполагает исследовательскую
работу очень серьезную, изучение, чтение и, естественно, как говорится, ничего страшного. Все это решаемо, и викторина интересная, выполняемая. Мы предлагаем привлечь к ней как можно более широкую аудиторию школьников. Заочная форма. Работа поступает в электронном виде. Не нужно выполнять печатные какие-то варианты этой работы. Все в электронном виде. Поэтому самый такой удобная форма использования материала – это выдаем школьнику в электронном виде материала для его возрастной группы. Он в этом же тексте вставляет свои ответы, и это посылает нам обратно. Вот, наверное, самое удобное. У нас 5 возрастных групп. Это отдельно выделено обучающиеся 4 класса. Но, во-первых, это потому, что они начальная школа. Во-вторых, у них есть этот предмет. Они еще недостаточно знают. У них не было истории, курса истории в системном изучении. Поэтому для них и количество вопросов меньше, чем в более старших классах. Обратите внимание, уважаемые коллеги, досадная там ошибка вкралась. Не 15 вопросов, а 16. Там посмотрите нумерацию, 14 и 15 вопросы, по-моему, там. Пожалуйста, вот потом исправьте в ваших вариантах. Я имею в виду 4 класс. Вторая возрастная группа, обучающиеся 5-6 класс. Следующая, обучающиеся 7-8 класс. 9 классы выделены в отдельную группу, и обучающиеся в 10-11 классах тоже выделены в отдельную группу. Мы не стали разбивать 10 и 11 класс на 2 группы. Почему? Потому что думаем, что из 11 классов почти у нас не будет участников. Сейчас им не для участия в каких-то конкурсах и викторинах. Они готовятся к сдаче государственных экзаменов. Время проведения с 1 февраля по 30 апреля. Но вы должны также помнить, что до 10 апреля ответы на вопросы викторины должны быть отправлены по адресу института, который адрес вот здесь указан, cvdko.dnv@kriro.ru. Вот по этому вопросу материалы должны быть высланы, потому что с 10 апреля начинает работать экспертная группа. Экспертиза ответов ориентировочно проводится до 25 апреля, а подведение итогов с 25 по 30. Это уже заседание оргкомитета, это решение о награждениях и так далее. Опубликовать результаты викторины мы обязуемся до 10 мая 2018 года. Уже итоговый приказ, он будет подписан и выложен также в этом же месте на сайте КРИРО. В каждой возрастной группе будут выделены 1, 2 и 3 места. 1, 2 и 3 места. Но иногда получаются у нас такие ситуации, когда количество баллов одинаковое, работы абсолютно одинаковые по своему качеству и уровню. Тогда, возможно, где-то там 2 и 3 место, могут быть там выделены 2 места. Победители викторины награждаются дипломами 1, 2 и 3 степени. Обращаю ваше внимание, в электронном виде, то есть дипломы будут отправлены на тот же адрес, с которого вы отправляли работу. Вот на это очень просим обратить внимание, потому что всегда бывает недоразумение, проходит какое-то время, и нам поступает информация, что диплома не получено, а на самом деле дипломы отправлены по тому адресу, с которого отправлена работа. Вот это очень важно. Участникам викторины, которые не заняли 1, 2, 3 мест, выдается
электронный сертификат участника. Также предполагается, что работы, которые особенно были отмечены высоким уровнем знания православной культуры, могут быть награждены со стороны Сыктывкарской и Воркутинской епархии, будут поощрены какими-то наградами. Вот это о награждении. Оценка работ. Как будет производиться оценка работ? Оргкомитет у нас работает с правами жюри. Я уже говорила о том, что включены научные работники, методисты, представители епархий, представители общественных организаций, то есть вот круг людей, которые будут заниматься экспертной оценкой, он достаточно широкий. Вопросы, там, где однозначный ответ, критерием является точность и правильность ответа. За каждый правильный ответ по нумерации, не за каждый там АБВ, а за каждый правильный ответ 3 балла. Также 3 балла будет и за вопросы творческого характера. К вопросам творческого характера относятся такие, то есть не к вопросам, а к ответам творческого характера относятся такие, которые требуют создания текста, текстового ответа, который ученик сам выполняет. Поэтому там тоже критерий от 0 до 3. От 0 до 3. Да, возвращаюсь к однозначным ответам. В однозначных ответах не один вопрос, а там бывает 3 А, Б, В. Поэтому оценивать там очень просто. Если все 3 правильно, 3 балла. Если 2 правильных ответа, 2 балла, ну и, соответственно, так далее. Что касается вопросов творческого характера, то здесь в критериях, кроме точности и правильности ответа, мы обращаем внимание на такие, как самостоятельность, грамотность речи, отсутствие ошибок всех видов и типов, творческий подход и наличие авторской позиции. Что здесь подразумевается? Естественно, ребенок может пользоваться всеми источниками, которые у него будут под рукой, и учебниками по основам православной культуры, различными словарями, справочниками, именно православными, потому что речь идет о православной культуре, также сайтами в сети интернет. Поэтому нам очень важно, чтобы в ответе были не копирование, доскональное точное копирование какого-то части ответа сайта, содержания сайта, а чтобы был составлен самостоятельный текст с указанием, со сноской, со ссылкой на тот источник, которым этот ученик пользовался. То есть должен быть текст переработанный учеником, переработанный. Каждый текст обязательно должен отражать личность того автора, который этот текст составляет. Там должна быть авторская оценка. В любом тексте должен быть виден автор. И вот эти вот все критерии, они уже будут составлять качество ответов. Качество ответов. Вот это качество ответов будет оцениваться членами жюри в дополнительных баллах. Дополнительных баллов. До 3 баллов за очень качественные, очень интересные, самостоятельные ответы учащихся на основе каких-то источников с наличием авторской позиции. Дополнительные баллы будут даваться по решению жюри. Там эксперты, которые будут заседать на последнем итоговом заседании,
они будут мотивировать, почему именно за ту и другую работу они назначили дополнительные баллы. Как выполняться работа будет? Так, первое, что вы должны сделать? Вы должны зарегистрироваться в электронной регистрации участников. Вот здесь уже поступал ряд вопросов. Как регистрироваться? Естественно, дети более старших классов, они очень спокойно, они очень хорошо владеют различными средствами и техническими, компьютером, очень хорошо в сети ориентируются, они могут регистрироваться сами. Там все вопросы регистрации нужно будет обязательно указать, потому что не будет вас регистрировать наш сайт, если вы не ответите хотя бы на один вопрос. Электронная регистрация. Регистрировать всех вместе или по отдельности. Вообще предполагается, что каждый регистрируется отдельно. Но ученики более младших, здесь учитель, наверное, должен сам смотреть индивидуально. Он может сам, конечно, зарегистрировать всех своих учеников. Но регистрация индивидуальная, персональная. Почему? Для чего это нам необходимо? Это необходимо для того, чтобы составить список участников, который потом войдет в итоговый приказ об окончании проведения этой викторины. Электронная регистрация. Второе. Сейчас, одну секундочку. Регистрация участника должна быть и в электронном виде, в вордовском варианте в ваших материалах, которые вы пошлете. То есть не только зарегистрироваться на сайте в списке электронной регистрации, но также она должна быть персональная, приложена к каждой работе. Если много участников от школы, она должна быть персональной. Я сейчас консультировалась у председателя нашего жюри. Он сказал, что регистрация должна быть индивидуальной. Также индивидуальной должны быть и согласия на обработку персональных данных. Я понимаю, что это лишняя бумажная работа, но вот такое условие. В работе должно быть наличие титульного листа, заявки в вордовском варианте, я уже говорила, и самой творческой работе в виде ответов на вопросы. На что будем обращать внимание? На качество работы будет влиять оформление работы. Это аккуратность, чтобы красиво было, единство в оформлении, то есть одним и тем же шрифтом должна быть набрана работа, она должна быть выровнена, как полагается любому документу приличному. Сохранение нумерации, я уже говорила. Задавался вопрос об использовании иллюстрации. Иллюстрации можно использовать, мы не против, мы даже будем рады, но эти иллюстрации должны быть качественными и в разумном варианте использованы, их не должно быть много, этих иллюстраций. Основа, сам текст, я уже говорила о том, что удобнее всего участнику использовать тот вариант в электронном виде, который мы вам послали, который соответствует его возрастной группе. Так, что должно быть на титульном листе? Вот, образец титульного листа имеется в документах, которые имеются на сайте. Можете взять его и из презентации. Вверху указывается образовательная организация. Очень просим указать полное официальное название организации, город, район нашей республики. Также полное название работы,
указание возрастной категории, вид работы, ответы на вопросы, фамилия, имя, отчество участника, место его учебы, класса, школа здесь указывается, руководитель. Очень просим проследить за тем, чтобы дети указали в фамилии, имени, отчество полное имя и полное отчество, не инициалы, а полное учителя. Фамилия, имя, отчество в полном варианте. Его должность. Учитель литературы, учитель иностранного языка и так далее. Это тоже необходимо для оформления итогового документа. Внизу указывается число, месяц, год, когда выполнена работа. Вот почему мы так требуем? Потому что вы ведь не только в нашем конкурсе будете участвовать, в нашей викторине. Дети будут участвовать и дальше, чтобы дети приучались правильно и грамотно оформлять свою работу. У нас очень часто бывает указано класс, школа, не района. Или какой-то поселок указан, мы вынуждены обращаться в интернет и искать, где же в каком районе находится этот маленький поселок. Вот этого не должно быть. Мы-то это сделаем, а вот куда вы дальше будете посылать работу, ее могут просто не принять. Сейчас мы обратимся ко второй части нашего вебинара. Это характеристика вопросов, как на них отвечать, в какой форме. И вот здесь на этом слайде вы видите характер вопросов, которые имеются во всех возрастных категориях. Все вопросы делятся на односложные и на вопросы сложные. Вот они, видите, темным зелененьким выделены. Односложные и сложные. В чем разница? Односложные вопросы требуют односложного ответа. Это вопрос и ответ. Сложные вопросы, они не только требуют ответа, они требуют еще какого-то выполнения дополнительного задания. Вот эти все сложные вопросы, они имеются с имеющимся текстом, то есть дается текст, и по этому тексту нужно определить, о ком, допустим, идет речь, или о каком историческом событии идет речь. Это вопросы сравнительно сопоставительные, вопросы творческие, я особое внимание на них обращаю. Именно они будут определять качество работы ваших детей. Это составление текстов различных. Это вопросы, связанные со вставками пропущенных слов и выражений в текст. Это вопросы, связанные с использованием иллюстраций, тестовые вопросы, а также отгадывание загадок. Вот все здесь перечислены основные типы вопросов, и они повторяются из одной возрастной категории в другую. Давайте поподробнее, конкретно. Сложные вопросы. Значит, сложные вопросы – это вопрос, к нему ответ плюс какое-то задание. Вот, например, таким вопросом в 4 классе я буду опираться в основном на вопросы для 4 класса. Это вопрос под номером 2. Например, перед вами стихотворение, в котором рассказывается об одном из эпизодов дневного служения Иисуса Христа. Что сказал святитель апостолам и всем нам? И всем нам. Обратите внимание, в ответе должно быть то, что заключается в вопросе. Стихотворение звучит так. Отовсюду толпы матерей несли к Спасителю детей, чтоб он коснулся их, и много детей бывало тех, а он трудами дня был утомлен. И вот детей, порою строго, к нему его ученики не допускали до порога. Но он движением руки привез детей им приказал, и в назидание сказал. И там дальше многоточие. Что сказал Христос апостолам и всем нам по поводу детей и веры? Здесь, конечно, вопрос касается веры. Что необходимо знать? Конечно, во-первых, нужно найти
в Священном Писании эпизод, где рассказывается об этом событии. В Священном Писании этот эпизод, глава 19, стих 14. Чтобы кратко пересказать этот эпизод, нужно его прочитать. И читать этот эпизод, где касается вопросов, связанных с Библией, со Священным Писанием, необходимо обязательно с толкованием. И к этому мы детей также должны приучать. Не сами что-то измышлять, а мы должны прочитать толкование на этот текст. Именно такие подходы, я уже еще раз говорю, они будут условием для высокой оценки и дополнительных баллов к той или иной работе. И сноски оформляются по определенным правилам. Как оформляются сноски, я думаю, каждый педагог знает, но мы можем вот в эту презентацию еще включить такой слайд, как оформляется сноска на источник из печатного текста, из книги, и как оформляется сноска из интернета, из сети интернет, с сайтов. Что обозначает эта фраза для современного ребенка? Для родителей, для учителей. Очень ценным будет не только ответ, что сказал Христос, но возможное и уточнение. Приходите ко мне, приходите ко мне. Христос сказал, приходите, не запрещайте детям приходить ко мне. Что означают слова «приходить ко мне»? Вот что, вот это исключительно нужно, размышлять, думать, постигать глубину мысли того или иного отрывка. Чем еще может быть осложнен вопрос? Текст, я уже говорила, вопрос может быть осложнен текстом, репродукцией, творческой работой, даже некоторые, где несколько вопросов, там можно составить очень маленький мини-текст. Мини-текст. Это тоже будет нам очень приятно. Если дети покажут нам умение на основе нескольких вопросов составить мини-текст. Вопросы, связанные с использованием, сложные вопросы, связанные с использованием текста. Вот таким, например, примером такого вопроса может служить вопрос под номером 7. Прочитайте отрывки из жития, их А, Б, В. О каких святых Русской Православной Церкви идет речь? Значит, здесь представлены отрывки из жития. Причем они, ну, как сказать, модифицированы, они выполнены с учетом восприятия детей, современных детей. То есть современным языком написано, адаптировано для восприятия детей. В каждом из этих отрывков детей нужно научить, как определять, о ком идет речь. В каждом из этих отрывков есть такие детали, которые точно указывают на того или иного святого. Вот обратите внимание, отрывок под А. Однажды приснился матери этой святой удивительный сон. Необычное, что здесь? Сон. Вьется над ней большая птица с человеческим лицом. Перья у этой птицы белые, блестящие, сверкают, переливаются, а глаза закрыты. То есть в этом житии этой святой рассказывается о чудесном сне, который приснился матери. Глаза закрыты. Какая важная деталь? Птица, у которой закрыты глаза. Это очень необычно. Покружила чудесная птица и села ей на правую руку. Проснулась мать и стала думать, что же это за сон такой? А сон был действительно вещий. А сон видения оказался вещим. Родилась у нее еще одна дочка, и глазки у нее были закрыты, как у той птицы. Слепая была девочка. Естественно,
Когда вот мы на такие детали будем обращать внимание, то очень известная наша святая, очень почитаемая многими людьми, иконы ее в каждом храме имеются. Естественно, дети, тот, который более-менее знаком, он, конечно, догадается, о ком идет речь. По православному обычаю понесли родители дочку в церковь крестить. И дальше еще одна деталь. Это слова священника, которые он сказал, что ничего подобного при крещении он не видел никогда. Эту девочку Господь нам послал, она будет праведницей. И дальше вся чудесная и праведная жизнь этой святой. Дальше дети могут заинтересоваться и прочитать житие святой праведной Матроны Московской. Обратите внимание также на Б и В. Я просто выписала детали, на которые необходимо обратить внимание во втором тексте вот этого 7-го вопроса. На втором, там есть река Иордан и лев с именем Иордан. Одно из главных действующих лиц этого жития этого святого – это лев, которого когда-то святой спас. Шел святой по пустыне в Иорданской земле и увидел льва. Лев, он увидел, что что-то необычное с ним происходит, подошел поближе, лев на него не бросился, лев очень сильно страдал. И святой, не побоявшись, достал огромную занозу из лапы льва, перевязал его, и лев пошел за ним и стал жить в том монастыре, в котором жил этот святой. Это вообще удивительная вещь. Дети очень внимательно слушают житие этого святого. Лев. История, очень необычная история со слом, которая произошла. И, естественно, если дети даже не знают и наберут святой Лев Иордан в поисковике, естественно, они получат житие этого святого, о котором здесь идет речь. Третья история. Мы обращаем внимание на слова «отрок», «пропавший конь». Это просьба отца, который послал своего сына искать этого пропавшего коня. Это встреча с таинственным монахом. Речь идет о неумении овладеть грамотой этого мальчика. И, наконец, чудесным образом он приобретает грамотность и начинает читать тексты священные после принятия святого принятия частиц просвары, которую дает этот таинственный монах отроку. Естественно, мы вспоминаем картину художника Нестерова «Явление отроку Варфоломею». Вопросы сравнительно-сопоставительные на соответствие. Обратите внимание, вот в 4 классе этих вопросов нет, а во всех остальных они есть. И чем старше дети, тем у них вот, вопросов такого характера больше. Я взяла вопрос 20 из 5 класса. Значит, что нужно здесь делать? Соотнести название гор Святой Земли, Палестины, Святой Земли и события, которые на них проходили. Вот действительно удивительно, что события проходили чаще всего, очень важнейшие события духовной жизни человечества, они проходили на вершинах гор. Даже свою Нагорную проповедь Христос произнес на возвышенности, на горе. Даются такие горы: Фавор, Синай, Голгофа, Арарат, да? Так, и дальше события, которые на этих горах происходили. И здесь они перемешаны, их нужно привести в соответствие. Какими путями может ученик пойти? Можно выделить так, как выделено здесь, вот на этом слайде. Посмотрите, 2А, то есть цветом выделяется. Пожалуйста, мы не против, возможен такой подход. Мы поймем. Можно выделить линиями, стрелочками, вот это соотнесение.
Также можно вот в такой форме выписать в конце это цифра и буква. Пожалуйста, вот можно и таким образом. Вставка пропущенных слов и выражений в текст. Здесь чаще всего использованы тексты, отрывочки из Священного Писания. И здесь пропущено очень мало, ну, 2-3 слова, не более. Далее у каждого текста в скобочках дается наводящий вопрос. Ну, например, вот таким является третий вопрос на вставку слов в текст. Там тоже 3 АБВ. Мы рассмотрим с вами пункт А. Когда ангелы отошли на небо, кто-то, люди, да, сказали друг другу: пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь. И, поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа, и, опять пропущено слово, и кого-то нашли они, лежащего в яслях. Какие слова будут опорными для понимания того, о ком идет речь, какие пропущены слова? Конечно, здесь речь идет о явлении ангелов, людей, которые пошли в Вифлеем. Речь идет о том событии, которое произошло в городе Вифлееме, и связано оно с матерью Иисуса Христа и его названным отцом Иосифом. Ну, естественно, кого же нашли они лежащего в яслях? Понятно, это событие Рождества Христова. Поэтому вот эти два слова, они находятся быстро. Ребенок может пойти и вторым путем. Он может поставить этот текст в поисковик, и поисковик ему выдаст текст, отрывочек из Священного Писания. Он может его прочитать в том варианте, в котором он дается в Священном Писании, в Евангелии. Также вставочки даются например, в стихах на темы, связанные с православием. Ну вот, я здесь сделала выписку. Это у нас какой вопрос? Так, это у нас вопрос 10. Кто придумал этот мир? Придумать этот мир так чудесно смог? Жизнь кто людям подарил? Ну, конечно, и вставляется слово. Можно выполнить, вставив слово прямо в текст. Можно выполнить и по-другому, вот как здесь указано второй вариант, выписать АБВГДЕ и вот эти слова, пожалуйста, и по такому варианту тоже можно поступить. Так, он в хлеву рожден был девой, ангел об этом возвестил, что в яслях пещере серой лежит младенец Божий. Ну, здесь может быть рифма, здесь, конечно, в первую очередь рифма должна указывать, но рифма здесь не совсем правильная. Ну-ка посмотрим на третье. Вот здесь, наверное, более рифма нам подскажет. Бог жить нас праведно учил, законы соблюдать. Чтоб те законы знать, нам надо что? Соблюдать нам нужно найти рифму. Что знать? Не беда, если дети напишут не совсем то слово, они свое напишут, и оно будет очень близко к тому, что в тексте в данном есть, мы это зачитываем как правильный вопрос. Ничего страшного. Следующий тип вопросов связан с иллюстрацией.
В 4 классе вообще иллюстраций достаточно много. И это имеет, ну, как бы свою причину, потому что в православии икона играет очень важную роль, и поэтому мы не могли обойти вопросы, которые вот, связаны именно с иконописью, с историей иконы, с ее судьбой и так далее, с теми, кто на этой иконе изображен. Здесь относятся такие вопросы. 12, в 4 классе я имею в виду 12, 14 и 16 вопросы. Ну вот, например, какие святые изображены на этих скульптурах? Где эти скульптуры находятся? Надо сказать, конечно, это наш родной город Сыктывкар. Это все скульптуры находятся на территории Стефановского собора. И, конечно, жители Сыктывкара это очень хорошо знают. Как создавались эти иконы? Кто там изображен? Мне кажется, это вопрос для детей нашей республики не должен быть сложным. Более сложный вопрос 14. Вопрос 14. Посмотрите. Там изображено 6 иллюстраций. Представлено 6 иллюстраций. На этих иллюстрациях дается сюжет, какой-то сюжет дается из Священного Писания. Как из Ветхого Завета, так и из Нового Завета. Ну, например, мы размышляем над этой картиной. Кого мы здесь видим? Во-первых, мы видим ангела, который, вот жест ангела на что указывает? Он указывает на то, что этим людям нужно куда-то идти от этого места, да, ангел. Причем в руках этого ангела меч. Он что-то очень охраняет, очень серьезное и важное. Мужчина и женщина, посмотрите, в одеждах кожаных, в шкурах. Они плачут оба. Кто это? Так, или, например, второй. Мы видим огромную рыбу, кита, который или проглатывает, или наоборот выпускает. И то, и другое есть в Ветхом Завете. Какого-то человека. Кто этот человек? Так. Люди, первые люди, где они находятся? На земле. Жили в раю, находятся на земле. Так. Здесь кого мы видим? Мы видим народ, река, молитва человека. Кто это? На кого похож? Это Иисус Христос, мы видим Иисуса Христа. Здесь с посохом в виде креста. Это тот, который крестит. Ну и так далее. Значит, здесь нужно поразмышлять, рассмотреть эту иллюстрацию очень внимательно, задать вопросы к этой иллюстрации. А почему так? А что здесь? А какие здесь детали? И, конечно, если мы ребенка готовим и помогаем ему, это тоже не возбраняется. Это значит, помогать, это не значит ему все рассказать, что здесь есть, а просто задать ему наводящие вопросы и дать ему литературу, чтобы он сам почитал. Вопрос 16 связан с историей гибели и канонизации царской семьи, последнего русского императора, государя Николая II и всей его семьи, страстотерпцев. Поэтому здесь нужен текст, который будет рассказывать, как это все произошло. Очень бы хотелось обратить внимание ваше на следующее. Тексты не должны быть очень пространными. Тексты должны быть краткими и точными. В них должно быть отражено самое главное, самое существенное. Кто, что с ними произошло, почему так произошло и что получилось в итоге. Как мы к ним относимся. Вот свое личное отношение очень бы хотелось, чтобы дети
в этих работах выразили. Тестовые задания, их не очень много, но они есть. Их количество тоже увеличивается по возрастным группам. Ну вот один из примеров тестовых заданий – это вопрос 8. Выберите правильный ответ. Знаменитый русский флотоводец, прославленный в 2001 году в лике святых, это. Вот и даются 4 полководца. Ну кто в 2001 году прославлен? Тоже можно включать здесь поисковик. Каким должен быть ответ? Ответ может быть, конечно, и кратким, то есть или подчеркнуть, или выделить кто. Ну, допустим, Б, А, Г, и мы сразу поймем, правильно ученик ответил или нет. Но нам бы хотелось, чтобы ответ прозвучал полным предложением. Почему? Потому что именно так мы значительно качественнее развиваем речь ребенка. Ответы должны быть полными. Это еще с советской школы. Мы эти учителя запомнили, еще детьми, когда были, нам всегда наши учителя говорили, чтобы развивалась речь детей. Знаменитый русский полководец, прославленный в 2001 году в лике святых, это, вставляется кто он. Обращаю ваше внимание, что инициалы должны быть указаны у людей, о которых мы говорим, инициалы, или полная фамилия, имя, отчество, или инициалы. То есть употребление только одной фамилии, это снижает качество ответа. Он служил там-то, там-то участвовал, и, что самое главное, он не проиграл ни одного сражения. Он канонизирован, и в ранге русских святых он, кто он в ранге русских святых? Потому что ранги святых, они тоже разные. Есть страстотерпцы, как, например, государь-император Николай II, есть мученики, есть великомученики, есть священномученики, есть новомученики, рангов святых много. Очень хотелось, чтобы дети и вот этот, кажущийся нам таким сложным мир, постигали, потому что он дает нам, во-первых, он подчеркивает наше уважение к людям, которые жили и которые своими духовными подвигами заслужили величайшее уважение и почитание предков. Это очень важно. И, конечно, к этому нам нужно приучать детей. Без уважения к минувшему нет будущего ни у нас, ни у наших детей. Это я, может быть, не совсем точно произнесла ту фразу, которую сказал наш великий поэт Александр Сергеевич Пушкин. Так, отгадывание загадок. Загадок немного, но в каждой работе загадки есть. Для 4 класса мы побольше дали загадок. Это такой возраст. Опять же, варианты отгадок могут быть разными. Или вот как в скобочках можно написать, как обычно это делается в словарях загадок. Или можно вот таким образом А, Б, В и выписать эти все отгадки. Не беда, не беда, если ребенок на какой-то вопрос не ответил или какую-то загадку не отгадал. Здесь ничего абсолютно страшного нет, потому что, посмотрите, как будем мы оценивать. Нет одного-двух, это 2 балла, да? Даже, может, больше 3. Ну, посмотрим мы там по ответам. Все это еще и индивидуально оценивается. Хотя, в общем-то, все должно быть в соответствии с тем положением, которое есть перед нами и которое есть у вас. Но в любом случае мы будем действовать в пользу детей. В пользу детей. Ну, например, грязь смывает, душу к Богу возвращает.
грязь может смывать мыло и вода. Это с нашего тела. Но здесь идет речь, посмотрите, опять же, мы обращаем на те слова, которые в данной загадке имеются. Душа. Речь идет о душе. А что? Душа тоже может грязниться? Конечно. А что грязнит душу? А душу грязнят грехи. Поэтому нам нужно, чтобы из нашей души эти грехи выходили, эту душу от грехов освобождать. А что освобождает душу от грехов? И вот при помощи таких наводящих вопросов мы выходим на отгадку к данной загадке. Какие источники? Я уже говорила, что источники могут быть самые-самые разнообразные. Это учебники по основам православной культуры, их много, они очень интересные, они очень насыщенные. Эти учебники даже очень хорошо, если у кого-то из учителей они есть с 1 класса, они разработаны не только для модуля 4 класса, они разработаны для всех параллелей начальной школы и далее уже разрабатывается 5-6 класс. Например, Ольги Леонидовны Янушкевичене или Ольги Михайловны Потаповской, Аллы Васильевны Шевченко. Также православные словари и справочники. Где их взять, эти православные словари и справочники? Я думаю, что сейчас храмы почти есть уже во всех населенных пунктах. Практически при всех храмах есть библиотеки. Также, если мы обратимся к поисковику, вот эти православные словари и справочники мы найдем в сети интернет. Очень хорошо. Детская Библия. Вот детская Библия поможет ребятам выстроить ответы на вопросы там, где требуется составить текст. Потому что текст детской Библии, он как раз и адаптирован для восприятия именно детьми. Эти статьи в детской Библии очень краткие, очень емкие, красочные, яркие. И как раз вот использование, обращение к тексту детской Библии поможет ребятам понять, как выстраивать ответы на вопросы нашей викторины. Ну и, естественно, православные сайты. Вот, уважаемые коллеги, наверное, я заканчиваю вот свое выступление. Мне только бы очень хотелось еще одну вещь вам сказать. Когда вы зарегистрируетесь на сайте, это первое, и когда вы пошлете нам ваши материалы, вы обязательно проследите за тем, получили мы их или нет. Значит, мы будем вам отправлять ваши материалы получены. Ваши материалы получены. Если вам не пришел такой ответ, вы, пожалуйста, еще раз к нам обратитесь. Куда обращаться? Адреса нашей электронной почты указаны, моей личной почты тоже указаны. Лично обращайтесь. Мой телефон практически, наверное, тоже у вас у всех есть. Поэтому очень вас просим обратить на это внимание, потому что может получиться нехорошо, вы отправили, мы не получили, а в результате пострадает ребенок. Уважаемые коллеги, если вот у вас тут написано «слушай», вы можете задавать вопросы. Если у вас есть вопросы, напишите, пожалуйста, мы постараемся вам ответить. Можете прямо на сайт вопрос написать, или позвонить лично, или написать по электронной почте. Мы постараемся тоже вам отреагировать и ответить. Я буду очень рада, если моя сегодняшняя беседа вам в какой-то степени помогла, вы сориентировались, как готовить детей, на что обращать внимание, и ждем вас, очень ждем с нетерпением ответов ваших детей на нашей почте. Всего вам доброго. Также хочу вам сказать, что очередное заседание РМО будет 21 марта. 21 марта. Также в 15 часов. Также просим вас принять участие
И тем коллегам вашим, которые бы хотели увидеть, услышать вот то, что я сегодня вам сказала, и презентацию, но не смогли, вы можете на сайте нашем обратиться и прослушать. Спасибо вам. Всего доброго. До свидания. Спасибо. Спасибо.